нашего эфира идет также на YouTube-канале «Эхо Москвы», где есть чат, на который я тоже ориентируюсь. Хотелось бы начать вот с чего. Достаточно свежая новость. Интерфакс направлял запрос в МВД, и им оттуда ответили из пресс-центра. Это все касалось Олега Сенцова, который отбывает наказание в России, который объявил голодовку, продолжает ее держать. Интерфакс запрашивал гражданство Олега Сенцова, потому что это во многих спорах, в том числе между уполномоченными, является камнем преткновения, и в МВД считают, что Олег Сенцов является гражданином Российской Федерации. И хочется у вас спросить, это вот что-то значит, на это нужно обращать внимание, если мы по поводу Олега Сенцова, обмена и всего прочего вообще склонны искать всевозможные сигналы с разных фронтов. Вот этот ответ от МВД, если МВД официально считает Олега Сенцова российским гражданином, как воспринимать и трактовать? Для меня лично это ничего существенным образом не меняет, потому что, во-первых, если у него российский паспорт, это не означает, что его можно мучить, фабриковать на него дело, держать в тюрьме и гнобить во время многодневной голодовки. Как мне кажется, граждане России имеют такое же право на права человека, как и все прочие граждане других стран. Это во-первых. Во-вторых, все-таки в этом деле он фигурирует как человек, связанный с Украиной во многих смыслах, как режиссер, как человек, которому инкриминируют террористическую деятельность где-то в Крыму, по-моему, да? И это все вывело уже дело Сенцова на очень большой международный уровень. О его деле знают уже практически все. Поэтому является ли он украинским гражданином или российским гражданином, или у него два гражданства, для меня дело совершенно не меняет. Все, что я читал по этому делу, сложило у меня довольно твердое представление о том, что дело это сфабрикованное, что обвинение ничем не доказано, что они огульные. И чем быстрее он будет отпущен, тем лучше для всех, в том числе и для российских властей. Что касается уполномоченных по правам человека, то тоже здесь какая-то абсурдная ситуация. Весьма странная. Очень странная. То есть какая разница, какой у него паспорт, если уполномоченные по правам человека нашли, уполномоченные Украины ли, так как он явно связан с украинской темой, хочет посетить человека и убедиться, что с ним все нормально, в чем проблема? Это касается не только Олега Сенцова, это, мне кажется, должно касаться любого гражданина. Я дополнительно к теме хочу еще привлечь внимание к одному очень важному событию. Завтра будет в Ингушетии суд над моим очень хорошим и давним знакомым Магомедом Хазбиевым. Я его знаю много лет, наверное, уже 12. Магомед Хазбиев – это один из лидеров ингушской оппозиции, очень известный в республике общественный деятель. Он сидит уже много месяцев по абсолютно сфабрикованному, на мой взгляд, делу. Ему вменяют, что якобы у него нашли какой-то боеприпас, при этом на нем нет никаких его отпечатков пальцев, то есть нет никаких доказательств и признаков, что он имеет к этому хоть какое-то отношение. У него довольно тяжелое состояние здоровья, дело сфабриковано. Такое мнение существует в республике. Я просто хочу обратиться накануне завтрашнего суда и к президенту Ингушетии Евкурову, и к судьям, и к прокурорам не навлекать на себя печать позора и не фабриковать очередное дело против оппозиционера, общественного деятеля. И хочу просто, пользуясь этим прямым эфиром, призвать всех причастных к этому правоохранителей оправдать Магомеда Хазбиева и не позориться. Я лично направлял запросы по нему и на уполномоченного по правам человека, и в президентский совет по правам человека. И просто пользуясь случаем, Майк, и привлекая к этому тоже вопиющему, с моей точки зрения, делу, такому же вопиющему, как и дело Олега Сенцова, привлекая широкое внимание общественности. Смотрите, вы об этих двух делах, которые, по вашему мнению, сфабрикованы, и по мнению многих, говорите сейчас со мной с точки зрения, такой, банальной логики. Есть человек, он страдает, дело сфабрикованное, должен быть отпущен. Я вообще-то говорю с позиции права, с моей точки зрения. И с точки зрения права, и Конституции, которые достаточно логичны. Но как политик, как человек, который был знаком со всей этой системой и до сих пор с ней знаком, скажите, в этой ситуации, вы взываете к их совести, например, или к логике, здравому смыслу, но это же не первый раз, когда, собственно, похожие вещи происходят. И раньше
ну, мягко говоря, не всегда, а жестко говоря, почти никогда ни эти призывы, ни логика, ни здравый смысл не работали в этом ключе. Ну, не совсем так. Я вот вспоминаю, у нас была встреча с президентом Путиным, когда шло болотное дело. Помните, когда десятки людей арестовывались, привлекались к ответственности. Мемориал всегда составлял и сейчас составляет списки политзаключенных, которые мемориал признает, общество мемориал политзаключенными. И на той встрече я передал, там еще был Арктик Си, когда экологов, человек 40 сразу, по-моему, задержали. Я тогда передал на встрече в Кремле Путину этот список, и 2/3 из них в довольно короткие сроки вышли. Или дела по ним были прекращены. Здесь ведь есть два уровня решений. Есть конкретные прокуроры, следователи, ФСБшники, главы республик, которые преследуют оппозиционеров. Конечно, они одни заинтересованы в том, чтобы повысить число дел, которые они довели до приговоров, увеличить число экстремистов, которых они посадили, увеличить число террористов, которых они разоблачили и привлекли к ответственности. Они же работают за показатели, за премии, за отчетность и так далее. И есть другой уровень политический, когда решение принимается политиками. В данном случае очевидно для меня, и я думаю для всех, что и дело Олега Сенцова политическое, и дело Магомеда Хазбиева политическое. То есть решение принимается на политическом уровне? Решения принимаются, разумеется, на политическом уровне, и хотя вы и говорите, что практически никогда эти обращения не имеют действия, довольно часто, если к делу привлекается общественное внимание, все-таки это имеет определенный результат. Поэтому я надеюсь, что и по Олегу Сенцову, учитывая тот международный резонанс, который есть, и учитывая предстоящую встречу Путина и Трампа, и учитывая постоянные призывы Украины и нашей интеллигенции его отпустить, и по Магомеду Хазбиеву, который тоже, на мой взгляд, просто сейчас привлекается к ответственности по полностью сфабрикованному делу. Кстати, уже там общественность призывает идти к суду и поддержать завтра Магомеда. Я думаю, что там завтра будет довольно много людей. Я думаю, что это в Ингушетии будет. В Ингушетии, да. По таким случаям, я думаю, что решение все равно принимается на политическом уровне. И какие там есть мотиваторы? Вот, допустим, да, возьмем дело Олега Сенцова как одно из самых громких. То есть есть международное внимание, правозащитное внимание. Это все достаточно долго уже в фокусе внимания. Любой акт доброй воли привлекает симпатии к лицу, который эту добрую волю проявляет. В данном случае, если говорить о Олеге Сенцове, то можно говорить о президенте Путине. Если говорить о Магомеде Хазбиеву, можно говорить более абстрактно о Москве, что кто-то в Москве примет такое решение. Любой акт доброй воли в таких политических делах дает очки тем людям, которые это так доброй волей совершают. Поэтому здесь